Доброта и милосердие – это прежде всего бережное отношение к чему-либо или к кому-либо. Каждое доброе деяние делает нас лучше, каждый поступок, совершенный во благо другого, заслуживает уважения. Одной из главных моральных ценностей, которую необходимо прививать человеку с детства, является забота о ближнем. Добро – это тогда, когда ты кому-то помогаешь, животным, неважно, что помог кому-нибудь, другу, пожилым людям, бабушкам, дедушкам. А ты помогаешь им? Если я увижу, я стараюсь как-нибудь им помочь. В основном добро – это тогда, когда ты делаешь это от чистого сердца, не потому что ты обязана, а потому что ты хочешь помочь человеку. Я делюсь со своим братом с вкусняшками, чипсами и конфетами. Я считаю, что это добрый поступок. Делать добро совсем несложно. Заботиться о братьях наших меньших, ухаживать за растениями, помогать родителям, друзьям. Можно просто улыбнуться прохожему, обнять кого-то и сказать приятные слова. И самое главное – делать это от чистого сердца. Добро для меня прежде всего доброе отношение к людям. Все. И как не совершать зла по отношению к другим. Всегда стараться не навредить другому. Вот для меня, пожалуй, это добро. Доброта, скорее всего, это зависит от того, какой сам человек и как он будет его проявлять к другим людям. К тем же маленьким, взрослым. В доброте, наверное, вложено и уважение к старшим. Мне кажется, это самое главное. Тем более у нас в Абхазии. Для меня добро означает это, когда человек делает какие-то поступки правильные. То есть он не думает о себе, а думает об интересах других. И, конечно же, помогает, когда людям. Быть добрым важно не только в этот один день, но и ежедневно, причем безгранично и бескорыстно. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг. Для многих граждан Абхазии помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, стало делом жизни. Так, на протяжении многих лет благотворительная общественная организация «Кераз» оказывает поддержку многодетным семьям. Благотворительность – это не разовая акция, не сиюминутный порыв. Это, наверное, правильно будет сказать, образ жизни, когда ты системно помогаешь людям, когда ты включен в работу фондов. Очень важно, что в нашем обществе так много лет работает уже несколько благотворительных фондов. Это говорит о здоровье общества, о том, что формируется и подрастающее поколение в идее неравнодушия. В такие дни, как День добра, мы делаем публикации, посты о том, что идея благотворительности должна быть системной. И это не всегда и не обязательно материальная помощь. Спектр благотворительности очень широк. Есть возможность донорства, есть возможность волонтерства, есть просто вокруг нас люди, которые нуждаются даже просто в добром слове. Иногда мы думаем, что не в наших силах изменить порой жестокую реальность. В этот момент важно вспомнить, что добро не имеет меры, но оно способно увеличиваться и даже приумножаться, словно по цепочке, распространяясь по миру. Шазина Ханагу, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение.